скажет. Вот тогда слушаем Дурова. Идет спор на эту тему. Сталин выиграл войну. Какой Сталин выиграл войну? Он сидел в Кремле и руководил. Да он неделю в себя не мог прийти. Правильно его Виктор Петрович Астафьев сказал, он трус. Конечно, трус. Это во-первых. А во-вторых, преступник. С именем Сталина никто не вылезал из окопов. Это ложь. Почитайте и поговорите ну, сейчас уже нельзя себе говорить, их нет уже, с Некрасовым, с честным писателем, который писали про войну, с Астафьевым, с Абрамовым. Они вам скажут, что, кричит солдат, вылезай из окопов. Ты знаешь, что ты только вылезешь, и первая пуля твоя. И в это время ты будешь думать, а вот об этом вот самом? Да вы что? Знаешь, что я не могу, к сожалению, в эфир сказать, что кричат солдаты, когда вылезают из окопов. Что кричат морские пехотинцы, когда идут в атаку. Что штрафбат кричит? Он кричит то, что надо. Вот. И все это ложь, это все легенды. Это легенды советской власти. И когда говорят, Сталин выиграл войну, это даже как кощунственно для меня звучит. Нет, это выиграл солдат, это выиграл народ. Не как не тот самый человек, который даже как человек, ничтожество, даже мать свою не похоронил. Он не ездил на похороны собственной матери. Что это? Нелюдь. Для меня это просто непонятно, когда люди рассуждают двояко. Что тут двояко? О депортации народов. Забыли? Когда дети эшелонные вывозились, дети просили пить, и приезжали полные вагоны мертвых детей. Все боялись, когда подъезжали. Я помню это время, когда подъезжает машина к твоему дому, и все замирали. Это за твоим папой или за братом, или за мамой? Нет, проехали мимо. Тогда вот успокаивались. Это что, нормально? Жить в этом и до сих пор вот это ощущение страха и подобострастия еще живет, оно не убито. Наверное, 2 поколения, что ли, должно поменяться, чтобы это, в конце концов, мы забыли об этом чудовищном времени.